Ну вот как видите, сейчас вот строительство на этом этапе. Строительство выполнено порядка 70-80%. На первом этапе началось строительство административного и гостевого корпуса. Это административное, да? Да, административный гостевой корпус. Да, конечно, административное здание подразумевает собой использование под офисные помещения, под кабинеты, библиотеки, конференц-залы, малый и большой конференц-зал. Дальше там будет кабинет средств массовой информации, оборудование по... Студия вообще, да? Да, студия по всем, как говорится, современным технологиям оборудованная. В подвале, соответственно, в административном корпусе у нас будет располагаться столовое, кафе для всех сотрудников. Вот. И в то же время, когда будем проводить Ораза Байрам, Курбан Байрам, столовая будет вот работать, да, на благо посетителей. За административным корпусом у нас расположен гостевой корпус. Это такой вот гостиничный комплекс для приезжих гостей, для гостей муфтия, вот, для делегаций, соответственно, будут там располагаться. Вот мы с вами сейчас находимся на центральной площадке. Это вот открытая центральная площадка. Здесь мы можем увидеть с вами фонтан. Это будет музыкальный светодиодный фонтан, который в такт музыки может менять оттенки цветов, направление струи. Вот, то есть это называется светодиодный музыкальный фонтан. Как сюда попасть на территорию, да? То есть, заехав через главные ворота, мы оставляем машину на стоянке. Парковочные места, да, парковочные места, там порядка 160 автомобильных мест. Далее, пройдя через лестничную площадку, мы попадаем в здание контрольно-пропускного пункта. Здесь в здании будут предусмотрены все средства безопасности, включая металлодетекторы, сканеры разные. Вот. То есть преимущество безопасности прежде всего. Вот. Дальше с КПП мы попадаем на центральную площадку. Данная площадка будет облагоустроена гранитом. Вот образец гранита здесь, к сожалению, не виден, но вот дальше мы уже, чуть дальше мы выполнили уже образец покрытия из гранитной плитки. Вот эта стена называется чашме. Чашме, то есть там в центре стены будет предусмотрен такой вот фонтан. Фонтан слез, фонтан грез. В стене прям, да? Да, он прям будет внутри стены. Тоже будет сделан из известняка. Соответственно, на стену будут расти вьющиеся декоративные растения. Вот. Ну, пока мы еще не зашли в саму мечеть, кроме данной площадки, у нас есть такие технические, скажем так, сооружения, как пожарные резервуары. Вот если обратите внимание, вон зеленая вентиляционная труба, да, видна. Это вот там пожарные резервуары, две емкости по 550 кубических метров. Там же у нас рядышком находится котельная, газовая котельная. Там же рядом у нас находится дизель-электростанция. Вот. На всей территории предусмотрены локальные очистные сооружения, которые через все дренажные системы собирают воду и дальше уже используем для будущих сетей полива. Резервуар для хранения воды, используемый, да, для сетей полива. Также у нас ландшафтная архитектура и предусмотрено использование огромного количества разнообразных цветов. На данном этапе мы этим еще не занимались. Сейчас прорабатываются концепции более детально. Сети полива все проложены. Все коммуникации подземные, электричество, вода, канализация, водопровод, противопожарный водопровод, дренажная канализация. Да, это все мы уже провели и давно уже смонтировали. Левая женская сторона. И правая мужская сторона. Это входы в мечеть. В мечеть. В мечеть, входы в мечеть. Для чего? Там будут обувные
Дальше там гардеробная. И там Авдес-хане будет. Как для женской стороны, так и для мужской стороны по отдельности. Ну, также и комната матери и ребенка предусмотрена. Для тех, кто уже совершил омовение, то есть те могут уже через центральное крыльцо войти во двор, внутренний двор, и через дворик пройти уже в центральный главный вход в мечеть. Дворик у нас вот представляет собой открытую такую площаду из колоннад. 20 колонн у нас. Вот такие вот арки. В качестве примера оформления одной мраморной колонны вот уже есть пример. Образец оформления отделки мрамором колонн. 20 колонн же, да? Да, 20 колонн. Вот наверху капителей, ствол колонны и база колонны. Входные порталы, видите, да? То есть там у нас будут расположены такие вот массивные двери деревянные. Массивные деревянные двери, состоящие из разных пород дерева. Вот. Значит, вот эти вот обрамления называются порталы входные. Вот их из мрамора делаем. Входы в мечеть, вот у нас есть 3 входа в мечеть. И над каждым входом будет, как вы видите, молитва, арабская вязь. Она вот в качестве, вот в виде молитвы вытеснена на камне. В центре дворика предусмотрено строительство шадрвана. Вот, то есть это будет как малый архитектурный элемент. У нас шадрван будет выполнять функцию притока воздуха для противодымной системы. Сейчас у нас смена генерального подрядчика. Мы в качестве субподрядчика остаемся завершать внутреннюю всю отделку, которую начинали. Вот это вот натуральный камень. Это 8-гранные колонны. Эти колонны 8-гранные, они самые основные, как нога слона, как бы, да. Вот на турецком филь аяга. Филь это слон, аяга это нога, да, филь аяга. И вот обратите внимание, какой толщины этот камень. Да, монолит. Да, это мощная монолитная опора. Там, она практически вся монолитная. А здесь она вот уже просто декоративно облицована камнем. Да, они поднимаются до самого верха и в итоге держат на себе арки. 4 арки. А на этих 4 арках уже установлен главный купол. Вон уже и витражи, да, появились? Да, то есть на всех полукуполах, а у нас здесь есть полукупола. Вот смотрите, у нас есть центральный купол, дальше идут 4 больших полукупола. Дальше к каждому большому полукуполу подходит 2 малых полукупола, то есть 8 малых полукуполов. Вот. И на всех уровнях уже установлены витражные декоративные окна. Опять-таки, видите, они цветные, такие вот цветные элементы. Это не краска, это стекла других цветов. Ну вот мы с вами видим мимбар. Значит, мимбар состоит весь из мраморных элементов индивидуального изготовления. На сегодняшний момент собран скелет, то есть каркас мимбара. Отсутствует левая сторона, а также лестничные марши. То есть все лестницы, тоже ступени будут сделаны из мрамора. Вот такая вот монолитная массивная мраморная конструкция. Также вы можете увидеть михраб. Михраб тоже готов. Тоже тут такая вот массивная мраморная конструкция. Да, вот он в таком вот виде и останется.